Здравствуйте. Добрый день. По каким критериям вы выбираете мясо? Смотря какое мясо. Давайте вы предположим говядина. Если жир светлый, светлого цвета, то это значит молодое мясо. И вообще, чем моложе, тем оно как бы и полезнее, я думаю, ну и быстрее варится. Если честно, мало в этом разбираюсь и в основном покупает мясо там теща или супруга. В первую очередь, чтобы оно было свежее мясо, без костей. В основном этим занимается жена. Ну, если, допустим, все-таки я сам покупаю мясо, то, наверное, смотрю на то, что покупает народ, где более взрослые люди там, да, стоят у каких прилавках, где покупают, что выбирают, и стараюсь как-то на это ориентироваться. Если вы также любите говядину, но сомневаетесь при выборе мяса, смотрите этот выпуск. Сейчас у меня в руках находится книга моего земляка, советского писателя и журналиста Жекена Жумаканова «Сабалак». Хоть это произведение и является художественным, оно основано на реальных событиях и повествует о действиях казахских батыров, о становлении личности Аблайхана во время джунгарских нашествий. И знаете, читая данную книгу, трудно не заметить, как автор обращает наше внимание на важность животноводства в жизни казахского народа. Төр, түлік, мал – это 4 вида домашнего скота, которые являлись основным и главным источником проживания и существования казахского народа. Это лошадь, верблюд, корова, козы и овцы. И вот в рамках проекта «Go на ферму» ко мне пришла идея посвятить отдельные выпуски каждому виду этих животных. Так как мы уже начали говорить о крупном рогатом скоте в первом выпуске, кстати, кто не видел, обязательно посмотрите, то мне захотелось продолжить данную тему и рассказать вам больше о том, как сегодня проверяется мясо на базарах, что нужно знать при его покупке и употреблении. Перед тем, как вам показать сюжет нашей поездки на рынок, я хочу вам рассказать о базовых вещах, которые, возможно, вам пригодятся. Крупный рогатый скот делят по типу продуктивности. Это всем нам известно молочные, мясные и мясо-молочные породы. В Казахстане наиболее популярные среди молочных это голштинская, айрширская породы. Среди мясных это абердин-ангусская, казахская белоголовая ахбаз, геррифорд, санта-гертруда. К мясо-молочным можно привести такие примеры, как симментальская, алатауская породы. Ну и есть еще другие, да, как монбельярд, шведская. Вот это основные такие породы. Второе – это то, что у казахов принято животных называть согласно их возрасту и полу. То есть уже по одному словосочетанию или слову вам будет понятно, какого возраста было или есть животное. Ну, начнем мы с самого базового – это бузау, то есть это теленок до года. Тайнша – это годовалый теленок. Хунан-бука – это у нас двухгодовалый бычок. Кашар – это 1,5-2 года корова, которая уже готова к осеменению. Сиир, так называют общим словом всех коров, и бука – это уже взрослый бык. Конечно, таких терминов очень много на самом деле. Я буду рада, если вы в комментариях дополните их. Но мы перейдем уже к третьему факту. Третье. Давайте поговорим о частях туши говядины. Сейчас вы видите слева от меня картинку, я не буду перечислять все названия, да, это кабырга, бельдене, тюз, то есть у каждой части есть свое название. Допустим, вот карыжилек, да, мне вспомнилось, что эта часть считается самой такой одной из витаминизированных, и она подается на стол именно взрослым, пожилым людям, уважаемым в обществе, но при этом не принято давать ее молодым, потому что считается, что есть такое поверье, что молодые быстро состарятся. Также карыжилек раньше клали в дорогу батырам, которые уходили в дальнюю дорогу, чтобы она не только дала им больше сил, но и считалось, что она защитит их от врагов.
Вот базовая информация, которой я хотела с вами поделиться. А теперь давайте посмотрим небольшой сюжет нашей утренней поездки на рынок. Сейчас 6:15 утра. Специально для нашего выпуска в субботним утром мы выехали, чтобы показать вам, как привозят и проверяют мясо на рынке. Вот так начинается утро на рынке. Пустые прилавки, грузовые машины, наполненные тушами мяса и ожидание открытия лабораторий. Поставщики приезжают из разных районов с 4 утра, занимая очередь. Ведь важно успеть провести экспресс-проверку, передать мясо продавцам и приготовить товар к приходу покупателей. Так Разбике Бетимова работает продавцом на рынке больше 20 лет, и для нее это обычный режим дня. Приходим мы, я, например, лично прихожу в 6 утра. Мясо у нас по заказу, мы звоним, у нас уже постоянные свои поставщики, постоянные. 6 утра, потом у нас лаборатория, проходим полностью мы лабораторию, полностью и осердие проверяет, и мясо проверяет, это мы сами заинтересованы в этом. Потом у нас идет рубка, у нас пила, рубят пилой. И после этого рубки у нас все раскладываем на стол. С 2002 года ветсанэкспертиза продуктов и сырья животного происхождения включена в список видов предпринимательской деятельности в области ветеринарии. Согласно данным Министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день в стране действует 235 частных лабораторий. В Восточно-Казахстанской области первой получившей такую лицензию стала лаборатория семей Вет. Именно сюда я приехала, чтобы показать процесс экспресс-проверки мяса на местах. По словам заведующей лаборатории Гульнары Садыковой, туши мяса здесь принимают только после предоставления заключения ветврача с мест убойных площадок. И вот с данной ветеринарной справкой на специальном автотранспорте, который должен обязательно быть продезинфицирован, мясо доставляется на различные рынки, в частности на наш. Вот, допустим, в Восточно-Казахстанской области, Бескарагальский район, Ахмеев, Зуфар, выдано 5 туш баранина. Вот здесь полностью описано, что хозяйство здоровое. Это называется ветеринарная справка. Ветеринарная справка называется. Вот она. Которая дается на местах. Да, на местах, когда при забое вот это получается. То есть без этого документа? Нет. Ветеринарный врач, согласно утвержденной методике, осматривает данную тушу согласно определенного установленного законом порядка. Это сюда входит обязательно осмотр головы, внутренних органов, полностью всей туши, если какие-то лимфатических видимых узлов, если какие-то дополнительные исследования, то проводятся дополнительные исследования, если возникли какие-либо сомнения. По свежести мясо принято делить на 3 категории – свежее, сомнительное и испорченное, то есть негодное в пищу. Запомните, свежее мясо имеет бледно-розовый или бледно-красный цвет. Поверхность разреза слегка влажная, но не липкая, с характерным для каждого вида животного цветом. Мясной сок прозрачный, консистенция мышц должна быть упругой. Степень свежести мяса также определяют пробой варки. В колбочку помещают 3-5 грамма мяса, заливают водой, закрывают стеклом и нагревают содержимое до кипения. После закипания бульона стекло приподнимают и определяют запах паров. При постановке этой пробы принимают во внимание также прозрачность бульона и состояние жира на его поверхности. Если все соответствует ветеринарно-санитарным нормам, которые установило Министерство сельского хозяйства, в частности ветеринарии, выдается весь ход исследований, описывается в журнале соответствующей формы и выдается заключение. Данное заключение дается на руки уже продавцу, который реализует данное мясо уже в торговом зале. Но ставится, конечно, клеймо после этого детального осмотра, и уже предприниматель имеет право реализовывать его. Уже на 72 часа выдаем, что она соответствует дальнейшему употреблению пищи, называется. У нас основная задача – пищевая безопасность, называется. Любой человек, скажем, я приду на базар, я могу спросить у продавца вот эту справку. Экспертизу. Если
если вы обнаружили, скажем, что-то не так, какие действия далее принимаются? А какие-то еще подозрения мы берем под материал. Там пишется сопроводительный документ специально. Есть методика, как его отправка. Городская государственная ветеринарная лаборатория. Отправляйся туда. До прихода оттуда заключения мы не имеем права тушу разрешить продажу. Но таких случаев, чтобы поступало сюда мясо какое-то, как пораженное заразными какими-то заболеваниями, бывает крайне редко. Бывают случаи поражения паразитарными заболеваниями. В таком случае, опять же, согласно утвержденных методик, проводится там зачистка определенных органов и выдается уже без ограничений для реализации. Конечно, в случаях, если возникли какие-то сомнения на острые инфекционные заболевания, мы имеем право поставить здесь предварительно микроскопию, особенно вот имеется в виду это сибирская язва, которая опасна для человека. Вот мы вам наглядно показали, как работают ветлаборатории и проверяется мясо. А теперь мы пойдем на мясной прилавок и покажем, как правильно выбирать мясо. Пойдем? Ты пришла ко мне, например, за мясом, да? Смотрите, мясо, оно, когда качественное, оно вот видите, какое красивое. Качественное мясо, да. Вот смотрите на внешний вид, на окорочок, вот, например, окорочок смотрите, чтобы мясо было, видите, какое чистое, красивое. Свежее, оно всегда видно, что оно свежее. Потом это самое, смотрите на качество. Качество, ну какого качества? Она не темная, не желтая. Ну, желтая бывает тоже. Это самое, далану мало желтое. Когда нежно-желтое, тоже вкусное мясо. Вот мы наглядно увидели, как проверяется мясо. Давайте теперь поговорим о правильном употреблении говядины. Для этого я пригласила врача-диетолога Бакат Ахажанову. У меня такой первый вопрос. Вот говорят, что говядина полезна, да, мы ее с детства употребляем. Да. В чем конкретно ее польза? Если мы поговорим подробнее о макро- и микроэлементах, то в говядине присутствуют такие микроэлементы, как кальций, калий, фосфор, селен, цинк и железо. Мне интересно, суточная норма, сколько должна быть? Взрослому здоровому человеку для насыщения, для нормальной жизнедеятельности организма нужно употреблять 40-50 грамм белков, чистого белка. А в 100 граммах говядины находится до 30 грамм чистого белка. Получается, что для мужчин эта норма будет 150-200 грамм, а для женщин 100-150 грамм красного мяса, ну или белка в день. Но также мы не должны забывать, что кроме мяса человек употребляет и другие, он получает белки и из других источников животного белка. Получается, это могут быть и кисломолочные продукты, это может быть и птица, и рыба. А вот в каком виде лучше употреблять говядину? Можно запекать, можно варить мясо, можно на пару как-то приготовить, да? Но самое главное, мясо нельзя ни в коем случае жарить. Если мы говорим, что мясо – это источник белка, то все белки, они очень хорошо сочетаются с овощами и с зеленью, так как белок, он окисляет наш организм, а овощи и зелень, наоборот, ощелачивают. И таким образом мы достигаем баланса pH-среды, когда нету перекосов в ту или иную сторону. Вот мне интересно, сейчас очень популярно вегетарианство, да? Люди отказываются полностью от мяса, ну кто-то частично отказывается, стоит ли 100%? Ну, здесь хотелось бы, конечно, сказать, что раз мы говорим, что мясо, оно богатое именно на незаменимые аминокислоты, из которых впоследствии синтезируются белки для роста нашего организма, да, так как белок является строительным материалом всего организма,
то, конечно же, мясо нужно употреблять. Особенно это, если это растущий организм, если это ребенок, особенно если это мама, которая ждет малыша, чтобы она смогла выносить и родить здорового малыша, конечно же, мясо очень необходимо. Заканчивая наш выпуск, я надеюсь, что вы получили полезную информацию, будете ею пользоваться. Теперь при походе на рынок вы будете знать, как выбирать мясо и что нужно спрашивать у продавцов. А пользуясь случаем, также хочу поздравить всех с Новым годом. Пусть год металлического белого быка принесет благополучие и достаток в ваши дома. Увидимся в следующем выпуске.